Hello, I'm Dr. Neil Schultz, and welcome to Derm TV. Один наш посетитель, который лечит акне, написал нам письмо, что он уже несколько раз был у дерматолога, и каждый раз, когда медсестра готовит инструменты для процедуры, он очень боится на них смотреть и всегда закрывает глаза. В этом письме он просит показать и объяснить, какие инструменты бывают и для чего они предназначены. Давайте сейчас этим и займемся. Когда приходят пациенты с подобными проблемами, то различают несколько ситуаций. Первое, у человека невоспалительная форма акне, то есть это белые или черные комедоны, и от них мы избавляемся выдавливанием при помощи специального инструмента. Вторая, у человека воспалительная форма акне, то есть гнойные прыщи и кисты, которые обычно необходимо немного скрывать, чтобы содержимое смогло беспрепятственно выйти наружу. Позвольте я покажу вам более наглядно. Конечно же, все начинается со стерилизации, то есть мы берем специальный распинтованный тампон, например, такой, и протираем очень аккуратно и тщательно, чтобы быть уверенным, что все максимально стерильно. Если нам нужно избавиться от черных или белых комедон, то мы берем вот такой инструмент под названием экстрактор комедон. Это такой гладкий, металлический изогнутый инструмент с небольшим отверстием. Вот как раз через него выходит содержимое элемента при выдавливании. То есть при надавливании этим инструментом вокруг элемента, содержимое его практически безболезненно выходит в центре. Однако если элемент не имеет четкой головки, то есть он не открывается наружу, то такие элементы необходимо вскрывать. Для этого существуют специальные иголки, и перед тем, как проводить процедуру, необходимо все простерилизовать. Вот иголка номер 21. Кстати, их еще используют для взятия анализа крови. У них очень тонкий кончик, который мы очень аккуратно скрываем или прокалываем элемент. А такое повреждение кожи не имеет серьезных последствий и практически безболезненно. Затем берется экстрактор комедон и надавливается сверху на кожу, чтобы содержимое вышло через центральное отверстие. Если это глубокое или плотное образование, то вы все равно можете чувствовать уплотнение или шишку. В таких случаях иногда делают инъекцию кортизона для того, чтобы уменьшить подобного рода воспаление. Для того, чтобы сделать такую инъекцию, необходима вот такая игла. Это 31 номер. Одна из самых тонких игл, которая применяется в медицине. Если я сделаю следующее, вот это кортизон, то воздух попадет в шприц. Затем я вставляю в бутылек с кортизоном шприц и впрыскиваю этот воздух внутрь. Затем переворачиваю вверх дном и набираю кортизон. Затем мы делаем инъекцию прямо в воспалительный элемент, и это способствует очень быстрому снятию воспаления. Итак, это основные инструменты, которые используют при чистке лица для пациентов с акне. Очень важно при лечении акне помочь коже очиститься от гноя. А сделать это можно при помощи таких методов лечения и процедур. If you have a question, please send it to me by visiting dermtv.com/question. I'm Dr. Neil Schultz, and thank you for watching today.